Русские войска победно шествовали по территории Германии. Вдоль немецких рек Одера, Эльбы и Рейна располагались оборонительные позиции в виде линий крепостей, в которых находилось до 140 тысяч солдат вражеской армии. Пока авангард русских войск гнал противника на запад, перед арьергардными частями стояла задача подавления последних очагов сопротивления французских гарнизонов. В сентябре 1813 года командование двинуло к Дрездену Поволжское ополчение под командованием генерала Толстого, в составе которого находились 2-й, 13-й и 15-й башкирские полки. Русским противостоял 14-й армейский корпус во главе с маршалом Сен-Сиром, в котором было 35 тысяч опытных наполеоновских вояк. Силы были явно неравными. В ходе борьбы за Дрезден стороны, конечно, понесли очень большие потери, и ситуация была порой близка, скажем так, к катастрофе для обеих сторон. Однако в конечном итоге к осени 1813 года ситуация была в пользу российской армии. Как пишет военный историк Богданович, русские дрались храбро, но неопытные, плохо вооруженные и почти вовсе не обученные ратники не могли устоять против старых солдат. Автор имеет в виду Поволжское ополчение. 5 октября французы совершили вылазку из города и оттеснили русских. Очевидцы тех событий свидетельствуют. Русские держались бы в своей позиции, если бы войска были опытнее и искуснее в маневрировании. Пехота, прибывшая с азиатских границ, и кавалерия, большей частью состоявшая из казаков и башкир, выказывая врожденную им храбрость, сражались упорно. Но, уступая неприятелю в быстроте движений, не могли противопоставить ему во всяком пункте достаточной силы. Карл фон Плотта. Война в Германии и Франции в 1813-1814 годах. Тогда на помощь блокадному корпусу пришли австрийские войска во главе с генералом Кленау, и положение осажденных французов стало безнадежным. 31 октября они капитулировали. В плен сдались 2 маршала, 32 генерала и 35 тысяч солдат и офицеров. Башкирские полки в течение 1813 года прикомандировывались к отрядам многих генералов – Строганова, Багратиона, Орурка, Кайсарова, Остен-Сакина, де Росси, Крейца, Бенкендорфа. Поэтому проследить боевой путь каждого из этих полков очень затруднительно. Но так или иначе, они приняли самое активное участие в освобождении целого ряда городов и крепостей Германии. А так называемой польской армии генерала Бениксена после битвы под Лейпцигом был отряжен блокадный корпус генерала Розена, задачей которого было взятие крепости Глогау. В него входили войска Костромского и Пензенского ополчений, а также 8-й, 12-й, 13-й, 16-й башкирские и 2-й Мишарский полки. Мещари — достаточно древний этнос. Уфимский уезд они заселяют уже начиная с начала 17 века. И с самого начала они представляли собой служилый этнос. Несли службу наряду с башкирами. Их списки хранились в Уфе. И не случайно при создании башкирского войска мишари вошли в состав кантонной системы. И фактически несли те же обязанности по службе, что и башкиры. В ходе войны из Мишари, Уфимского и Челябинского уездов было сформировано 2 полка. Первый в боевых действиях не участвовал, так как нес полицейскую службу в Москве. 2-й Мишарский полк был прикомандирован сначала к Рязанскому ополчению, а затем к польской армии графа Бениксена. Появление полков башкиро-мещерятского войска в осадном корпусе изменило тактику действий блокированного противника. На правой стороне Одера, где находился корпус Розена, французы перестали выставлять ночные дозоры, поскольку по ночам на них нападали башкирские воины, уничтожая солдат на постах. Очевидно, предпочитали бодрствовать всем гарнизоном, что, конечно же, не добавляло им бодрости. В годы Великой Отечественной войны своими ночными атаками, наводившими ужас на немцев, прославились воины 112-й башкирской кавалерийской дивизии.
Солдаты вермахта перекидывали через линию фронта записки, в которых призывали башкир прекратить ночные вылазки, а вести боевые действия, так сказать, по правилам: днем воевать, ночью спать, обед по расписанию. Эту же слабую черту противника воины башкирского войска уловили 130 годами ранее и активно пользовались ею. В свою очередь, французы делали вылазки против прусаков и русских. Известно, что башкиры в нескольких атаках участвовали в отражении вот этих вылазок французского гарнизона. Эти атаки закончились победой башкир. Башкиры нарушали посты французов, ночью атаковали их, поэтому французы вставляли свои посты только днем, опасаясь башкир. И в конечном итоге из-за нехватки продовольствия французы сдались. 29 октября французы совершили вылазку двумя колоннами по 250 человек в каждой. Костромские ополченцы встретили противника ружейным огнем. 400 башкир произвели ложную атаку с фланга, а сама крепость была подвергнута обстрелу. Гарнизон Глогау капитулировал, и 5 апреля 1814 года состоялась торжественная сдача крепости. Жители города, претерпевшие голод и все ужасы осады, встречали русские войска как освободители, кричали «Да здравствует император Александр!» и осыпали их цветами. Эпизод из войны 1813 года. Так называется рисунок Готфальда Виллевальда, изображающий казака и башкира на улице одного из германских городов. Башкир подает милостыню многодетной горожанке, оставшейся, по всей видимости, без средств к существованию из-за разорений, сопутствующих войне. Как видим, милосердие не чуждо даже суровым воинам. А в городе Шварц всем желающим показывают стрелу, которую один башкирский воин наспор с кем-то из местных жителей пронзил насквозь металлический шар на куполе храма. Стрела со временем истлела, и тогда ее заменили на специальную отлитую из железа копию. К началу нового 1814 года почти вся территория Германии была очищена от войск Наполеона. Исключение составляли лишь два города – Магдебург и Гамбург. После падения Дрездена отряды поволжского ополчения, а вместе с ним и некоторые башкирские полки, были выдвинуты к этим последним очагам сопротивления французов. По приказу Наполеона Гамбург был превращен в крепость, способную выдерживать штурм 50-тысячной армии в течение 20 дней. Оборонял город один из лучших полководцев Франции – железный маршал Луи Николя Даву. В его распоряжении был 13-й армейский корпус, насчитывавший от 30 до 40 тысяч солдат. Несмотря на все попытки союзников взять штурмом крепость Гамбург, это сделать не удалось. Маршал Даву, который командовал обороной крепости, до последнего держал оборону. И даже падение правительства Наполеона Бонапарта, в общем-то, ненамного отдалило конец осады. И только приказ, собственно, нового короля Франции вынудил Даву снять оборону крепости. Осаду Гамбурга возглавил генерал Бениксен. В составе его войск были 9-й, 11-й и 15-й башкирские полки. Сиятельнейший граф, милостивый государь, я имею счастье командовать с 1812 года октября с 10 дня башкирским 9-м полком и созначенным был в неоднократных сражениях. 1813 октября 6 и 7 числа при городе Лейпциге, 13 при Эрфурте, с 23 ноября по 13 января сего года содержали блокаду под городом Гамбургом. Многие офицеры, урядники и казаки поступали храбро, с неустрашимым духом в вышеописанных сражениях. Против неприятеля отличили себя. 9-го башкирского полка полковой командир, походный старшина Уразгулов. Гамбург так и не был взят штурмом. Маршал Даву сдал город уже после низложения Наполеона, 11 мая 1814 года, подчиняясь приказу нового короля Франции Людовика XVIII. 19 мая в город вошла армия Бениксена.
Картина братьев Зур «Башкиры в предместьях Гамбурга» запечатлела военнослужащих 15-го башкирского полка, сформированные из башкир Верхнеуральского уезда. Произведение уникально тем, что ярко и реалистично отразило этнографические особенности зауральских башкир, их вооружение и обмундирование. И на этой картине мы видим своеобразный парадный портрет башкирского полка. Там около 30 фигур, 33 фигуры, если правильно считать. И там показаны разные варианты службы. Мы видим пеший дозор, значит, часового. Мы видим парный разъезд, значит, башкир, двух воинов с пиками наперевес. Впереди полка едут два командира полка, чиновники. Они отдельно прописаны, едущие впереди. И очень интересный здесь элемент их униформы. Дело в том, что по указу Александра I башкиры должны были идти на войну в собственной одежде, в той, которую, так сказать, они имеют, то есть национальной одежды. Но приветствовалось, если башкиры будут пошивать одежду по образцу казачьей. И вот здесь два офицера, они пошили на себя казачьи мундиры. Это мы видим чекмени и шаровары с лампасами. И еще в этой картине есть тоже интересная особенность, которую мы не находим в других работах. На одном из планов изображен полковой мулла. Полковой мулла, его отличие заключается в том, что на голове у него тюрбан, и он, так сказать, одет дальше уже как все рядовые башкиры. Германия была освобождена, но Наполеон не собирался складывать оружие. Нас победили между Эльбой и Рейном, победили изменой, но между Рейном и Парижем изменников не будет, говорил он. Союзники по-прежнему приглашали его сесть за стол переговоров, но он сознательно их срывал, по-прежнему надеясь на реванш. Кто с мечом придет от меча и погибнет, и гнева народного ни за что не минет. Наполеону теперь уже нечего жалеть, осталось увидеть Париж и умереть. Нет времени крутить Жозефины, Шуры, Муры. В Париж верхом несутся северные Амуры. Всю Европу проскакали, пол земли. Этот день они приближали, как могли. Посмотрели Париж, отдохнули душой, умирать не стали и с победой вернулись домой.